Ассаламу алейкум! Приветствую зрителей программы «Неделя». Мы расскажем о самых важных событиях за минувшие 7 дней. В Грозном прошел первый Кавказский инвестиционный форум. Достижения регионов СКФО и потенциал для дальнейшего развития оценили российский премьер Михаил Мишустин, Рамзан Хаджикадыров и тысячи гостей масштабной экспозиции. Уровень организации форума высочайший. В форуме приняли участие более 50 государств. Отдельные встречи глава республики провел с послами стран Персидского залива. Свыше 100 соглашений и более 106 миллиардов рублей. Итоги Кавказского инвестиционного форума подвели на совещание правительства с участием главы региона. Чеченская республика является лидером среди субъектов России по количеству заключенных соглашений. В Грозном состоялся первый Кавказский инвестиционный форум. Он собрал свыше 4000 участников из более 50 стран. Экспозицию с достижениями регионов посетили председатель правительства России Михаил Мишустин, вице-премьер Александр Новак, глава Чеченской республики Рамзан Хаджикадыров и другие руководители регионов и федеральных органов власти. Также они приняли участие в совещании правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития СКФО. Хава Айдамирова продолжит. В Грозненском аэропорту премьер-министра страны Михаила Мишустина встречает Рамзан Хаджикадыров вместе с полпредом президента России в СКФО Юрием Чайкой. Первым делом они посетили выставку Кавказского инвестиционного форума, где ознакомились с достижениями и проектами регионов. Делегация также оценила предложения и разработки институтов развития, банков и органов власти. Уважаемый Михаил Владимирович, уважаемый Рамзан Ахматович, Абдулла Нигматович, рада вас приветствовать на сегодняшнем самом знаковом, важном, масштабном мероприятии международного уровня, которое стало возможным благодаря нашему первому президенту, герою России Ахмату Хаджикадырову, который в самый тяжелый период для чеченского народа взял всю волю воедино и направил на новый путь мира, созидания и процветания нашего народа. Благодаря всесторонней поддержке Владимира Владимировича Путина Чеченская республика на протяжении последних 5 лет демонстрирует положительную динамику. Позвольте остановиться на некоторых показателях. Первый – это индекс промышленного производства. Увеличился более чем 146%. Объем строительных работ увеличился на 2,2% и составил 122 миллиарда рублей. Объем сельскохозяйственной продукции увеличился практически в 2 раза и составил 54,5 миллиарда рублей. В Чеченской республике реализуется 46 региональных проектов, входящих в состав 13 национальных проектов. С общим объемом финансирования более 126 миллиардов рублей. И позвольте отметить самое знаменательное событие. Михаил Владимирович, что Чеченская республика заняла первое место среди субъектов Российской Федерации с общим уровнем достижения 100% национального рейтинга. После Михаил Мишустин провел совещание с членами правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития СКФО. Он подчеркнул важность Кавказского инвестиционного форума как новой ежегодной площадки для презентации потенциала региона и выработки решений по его развитию. Премьер поблагодарил руководство Чеченской республики и всех, кто принимал участие в организации. Теперь с участием членов правительственной комиссии мы подробно поговорим о ситуации в федеральном округе в целом, о перспективах и о тех задачах, которые предстоит решить, чтобы обеспечить комфортные условия для 10 миллионов человек, которые проживают здесь, на Северном Кавказе. Активно строятся школы, детские сады, больницы, поликлиники, учреждения культуры и спорта, дороги, коммунальные сети. В первую очередь в рамках соответствующей комплексной государственной программы для округа, которая действует здесь уже 3-й год. За это время в эксплуатацию введено свыше 800 таких объектов. Для отдельных территорий приняты комплексные планы развития. Они реализуются в Северной Осетии, в Дербенте, в городах-курортах региона, в Кавказских минеральных водах. Благодаря им именно стала доступнее современная социальная и транспортная инженерная инфраструктура, и ее создание там продолжится. На это в федеральном бюджете на следующий год предусмотрено свыше 9,5 миллиардов рублей. Помогаем и с модернизацией систем жилищно-коммунального хозяйства. В Дагестане, в Ингушетии, в Северной Осетии запустили пилотный проект в этом секторе, чтобы сбалансировать работу единых региональных операторов. Вместе с тем, главная задача – раскрыть экономический потенциал субъектов Северного Кавказа, сформировать в каждом из них точки роста и условия для привлечения инвестиций, для запуска собственных производств, для создания новых рабочих мест.
Уже есть неплохие результаты, хорошая динамика в промышленности, прежде всего в обработке, в сельском хозяйстве, по сбору плодов и ягод, зерновых и зернобобовых. Это все стало возможным благодаря слаженным действиям федеральных и региональных органов власти и институтов развития. Заместитель председателя правительства России Александр Новак отметил улучшение инвестиционного климата в СКФО и рост интереса инвесторов. В 2023 году 5 субъектов округа, включая Чеченскую Республику, повысили свой рейтинг инвестиционной привлекательности. Наш регион вошел в топ-15 рейтинга, заняв 7-е место. По итогам первого квартала текущего года округ занял 2-е место среди всех федеральных округов по целям развития экономики и проектам. Наблюдается хорошая динамика по 35 прорывным проектам. Здесь у Северокавказского федерального округа есть свои достижения. Как вы отметили, Михаил Ильич, по данным за первый квартал фактически объем привлеченных частных инвестиций составил уже порядка 330 миллиардов рублей. Выпущено товаров и услуг в ходе реализации прорывных проектов на 91 миллиард рублей. Улучшился инвестиционный климат и внимание к региону со стороны инвесторов. 5 регионов СКФО повысили в прошедшем году свой индекс в национальном рейтинге инвестиционной привлекательности. Из них один регион входит в топ-15, это Чеченская Республика, заняла 7-е место. Повысилась также активность кредитных организаций. Выдавали также такое поручение. За последние 3 года объемы выданных банками кредитов на инвестиционные цели увеличились в 1,6 раза. После общего совещания Рамзан Хаджи Кадыров отдельно обсудил вопросы социально-экономического развития региона с Михаилом Мишустиным. Премьер-министр поблагодарил главу республики за организацию первого Кавказского инвестиционного форума и добавил, что он будет ежегодным. Хочу поблагодарить вас за организацию инвестиционного форума в Грозном. Мы смотрели сегодня с вами выставку Кавказского инвестиционного форума. Он проходит по инициативе нашего президента. Теперь будет проходить ежегодно. И, конечно, хочу поблагодарить вас и вашу команду за эффективную организацию всех мероприятий. Теперь несколько слов о делах в Чечне, Чеченской Республике. Вы сегодня уже рассказывали о тех направлениях деятельности, которые ведет правительство Чечни. По итогам прошлого года Чеченская Республика стала лидером по рождаемости в стране. И здесь, конечно, важную роль сыграло развитие системы здравоохранения, системы здоровья матери и ребенка. Я, кстати, вспоминаю наше с вами посещение республиканской больницы, республиканского перинатального центра. Вы показывали как раз предыдущую поездку, как вы занимаетесь этими вопросами. В регионе становится больше детей, больше молодежи. Это требует системного подхода к формированию системы здравоохранения. И строятся детские садики, школы, колледжи, кластер профессионалитет. Глава республики рассказал Мишустину о достигнутых успехах по обозначенным направлениям. Как отметили, республика сохраняет ведущие позиции по демографическим показателям. Коэффициент рождаемости в 2023 году у нас 19,7. Пользуясь случаем, выражаю вам благодарность за поддержку для оснащения перинатального центра. Необходимо оборудование 41 единица приобретено. После встречи Рамзан Хаджи Кадыров и Михаил Мишустин пообщались с журналистами. Мишустин высоко оценил организацию Кавказского инвестиционного форума, отметив заслуги главы региона в этом. Он также подчеркнул лидирующую позицию республики по рождаемости. Как вы оцениваете уровень организации форума? Уровень организации форума высочайший. Здесь поработали все вместе с Рамзаном Ахматовичем Кадыровым и с коллегами из Чечни и сделали для инвесторов, для глав регионов, для всех, кто прилетел, для руководителей федеральных органов исполнительной власти отличные условия для работы. И горящие глаза всех, кто сегодня был и на стендах, кто работал, рассказывал, об этом говорят. И мы с Рамзаном Ахматовичем сейчас обсудили как раз итоги, в том числе развития Чеченской Республики. Но что больше всего меня обрадовало, я вам скажу, это то, что Чечня занимает 1-е место по рождаемости в стране. Так держать. Это национальная цель развития, которую перед нами поставил президент, и которую
здесь выполнили А первым. какую-то поддержку за это будут оказывать? А ваши детки, женщины дорогие, посмотрите, разве это не поддержка? Ну, конечно, будет. Мы все обсудили, конечно, будем поддерживать все инициативы. По завершении визита премьер-министра глава региона лично проводил его в аэропорт. Хава Айдамирова, Адам Арсунакаев, Ибрагим Батаев. Неделя. В рамках Кавказского инвестиционного форума Грозный посетили послы Катара, Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии. С ними встретился Рамзан Хаджи Кадыров, который тепло поблагодарил гостей за визит и отметил давние дружеские связи России и, в частности, Чеченской Республики с этими странами. Об этом наш следующий сюжет. Чеченскую республику посетили представители восточных стран, с которыми Россия и, в частности, наш регион имеют тесные и взаимовыгодные связи. Первым Рамзан Хаджи Кадыров встретил чрезвычайного и полномочного посла Объединенных Арабских Эмиратов Российской Федерации Мухаммада Ахмада Ису Аль-Джабера. Уважаемый дорогой наш брат, господин посол, мы рады вас приветствовать. Спасибо, что нашли время приехать на наше мероприятие, Кавказский инвестиционный форум. И я думаю, что у нас есть о чем говорить. Ваше руководство, нашего старшего брата, шейх Мухаммада бин Зайда, очень много делается для, так скажем, мирового сообщества, для нас тоже. Поэтому вы для нас очень уважаемые гости. Ваше присутствие для нас очень важно. Спасибо, что нашли время и приехали к нам. Посол отметил особые дружеские отношения между республикой и Объединенными Арабскими Эмиратами. Он подчеркнул важность Кавказского инвестиционного форума в укреплении перспективного сотрудничества. Во-первых, хотел передать добрые пожелания, наилучшие приветствия его высочества шейха Мухаммада бин Заид Аль-Нахаян, президент Объединенных Арабских Эмиратов. Также приветствие вице-президента шейха Мансура бин Заида Аль-Нахаяна, вице-премьер, руководитель аппарата от президента ОАЭ. Для нас очень важно сегодня принять участие на Кавказский инвестиционный форум. Как вы знаете, что мы ожидаем тоже небольшую делегацию из Абу-Даби по поручению шейха Мухаммада бин Заида Аль-Нахаян, президента ОАЭ. Это свидетельствует его уважение к вам лично, заинтересованность в укреплении двусторонних отношений с Российской Федерацией, в частности, с вашей дорогой республикой. Вторым Рамзан Хаджи Кадыров встретил посла Катара Аль-Тани бен Насера бен Джасима. Глава региона подчеркнул, что высоко ценит сложившиеся отношения с королем их государства. Посол в республике впервые, но, по его же словам, теперь будет посещать ее как можно чаще. Он поделился своими эмоциями касательно визита. Катарна Россия юг ахия гейнер хадошия чургергерлоду ишта кастина Россия чохия нохчи республикати тагергелоншту. Тахана духрин усо нохчи чу но остеб хаз нохчи чу юсун хидацер юч хазера гиньяцер сайна чо хазмох бушу. Диктелацерна так бимболирмния он баркал аларсон. Омха атахната эмир Катари шейх Тамимия чого герглоду Россия президент Яра Путинс. Тахария ташиграл ши Казахстане хошах катерия قاتنيو قاحية خز بلغ كمال دعدخر تخن صدو حلني والله حيا أسدالي ديوخي خزي يوخي حواري شيدو قلر. Посетил регион и посол Саудовской Аравии Абдурахман Сулейман Аль-Ахмед. Прибытие его связано также с Кавказским инвестиционным форумом. Король наследный принц Муу, Алмуваду, так Барковые, Суховайта, Наварна, экономический форум. Алхамдулилlah, муж наш был, так салам маршал, да, это шаги.
تيشرت جلس هرشون فورم أدخل يشويش فورم ليس الهدوء خيطون فورم دام الأضعيو يشي خيط تولى حوزة صوت السيارة مصر بصل تجرود يندع مصر بصل تجلري يشو دع سيجار تنجوش وعج حضركنا دقنش العملية برخصة أطلعنا بيش حضوش قين ندخل حدايش تون دوكسي دو экономический форум беркат хедуал будь мобильно тишто. Посол, в свою очередь, отметил высокий уровень организации форума. شورت متجيو انستيتيشيه كوزع بومب لعشونيه برتو بومب زكوني عملوشتي انسي شورتيه افزوجيت المت شوشيه تصودي هي نو فيديو كرله او 20 فيديو كرله يو سعوديه كليه بيستنوك شيء تشو هي انز اش داخلش بوميقه Кавказский инвестиционный форум позволит реализовать множество перспективных проектов на территории региона. Для этого имеется все необходимое, отмечает глава республики. Ислам Мишов, Аслан Висхаев при содействии пресс-службы главы и правительства Чеченской республики «Неделя». В рамках Кавказского инвестиционного форума глава Чеченской республики Рамзан Хаджи Кадыров встретился с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым. Они обсудили вопросы сотрудничества регионов по ряду направлений. Также затронули и тему развития стратегического партнерства. В Ташкенте государственный визит президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина в Узбекистан. В этом году он открыл новую страницу взаимоотношений между Россией и Узбекистаном. Конечно, между Узбекистаном и Российской Федерацией сейчас открылись очень много новых возможностей, новых направлений сотрудничества. Мы Совет регионов показал еще раз очень большой потенциал, который мы имеем. С Чеченской республикой Узбекистан связывает традиционные исторические связи, хорошие связи, дружественные, братские связи. Мы очень заинтересованы в том, что развивать эти отношения. И обязательно будем прилагать все усилия для того, чтобы развивать наше двустороннее взаимодействие. Одним из ключевых событий форума стало пленарное заседание «Большой Кавказ от моря до моря». Представители органов власти, руководители регионов и крупнейших госкомпаний обсудили инвестиционные возможности регионов и пути привлечения инвестиций. В своих выступлениях почетные гости также отметили позитивные преобразования в Чеченской республике и высокую организацию форума. Подробности в следующем сюжете. Открывая заседание «Большой Кавказ от моря до моря», вице-премьер Российской Федерации Александр Новак выразил благодарность Рамзану Хаджи Кадырову за высокий уровень организации форума. Он подчеркнул, что Чеченская республика сегодня является одним из самых благополучных и перспективных регионов страны, опережающий темпы роста по ключевым экономическим показателям, что положительно влияет на развитие всего Северного Кавказа. Хочу поблагодарить от правительства Российской Федерации, Рамзан Хаджи, вас и вашу команду за самоотдачу и конструктивное взаимодействие. В кратчайшие сроки был подготовлен форум, достаточно сложное мероприятие, но которое уже завоевало большой интерес среди участников, и не только гостей из нашей страны, но и гостей из стран наших партнеров. Кавказ уникальный по своей природе и самобытной культуре край. Это настоящая жемчужина России. Сюда приезжают туристы со всей России, чтобы насладиться живописными пейзажами, подышать чистейшим горным воздухом, покататься на лыжах, отдохнуть в санаториях, познакомиться с местными традициями и вкуснейшей национальной кухней. На территории Большого Кавказа сосредоточено богатое историческое наследие. В том числе можно увидеть многочисленные памятники ЮНЕСКО. Поэтому активно развиваются экскурсионные направления, познавательный туризм. Многие, кто побывал в этих местах, отмечают, что, несмотря на бесспорные достоинства региона, главная ценность этих мест – это открытые, гостеприимные и радушные люди. Кроме того, здесь много молодежи, что создает огромные возможности для развития экономики. Сегодня правительство страны, региональные власти, институты развития, бизнес
объединились, чтобы на 100% раскрыть потенциал этого региона, вывести местную экономику, социальную сферу на принципиально новый уровень, чтобы здесь было комфортно и жить, и работать, и отдыхать. Рамзан Хаджи Кадыров, в свою очередь, подчеркнул, что проведение масштабного и стратегически важного экономического мероприятия в республике стало возможным благодаря президенту России. Форум собрал экспертов из различных областей, готовых делиться знаниями и строить партнерские отношения. Уверен, что такие мероприятия будут стимулировать инвестиционную активность в России, заявил Кадыров. Приветствую вас в гостеприимной Чеченской Республике, частице Северного Кавказа, красивейшего уголка нашей великой и необъятной родины России. Хочу поблагодарить президента России Владимира Ильича Путина за то, что он своим указом определил проведение форума в нашей республике. Для нас честь выполнить эту почетную миссию. Несмотря на сложную мировую обстановку и санкционное давление, Российская Федерация активно развивается. Активность ее дальнейшего развития зависит от слаженности проводимой работы и правильности выбранной стратегии. Северный Кавказ является важным транспортным и торговым узлом, обеспечивающим взаимодействие со странами Закавказья, Ближнего Востока и рядом других стран мира. В этом связи важно усилить взаимодействие, расширить перечень государств и регионов, с которыми осуществляется сотрудничество путем создания новых транспортных артерий, широкого вовлечения сторон в работу международного транспортного коридора. Президент-председатель правления банка ВТБ Андрей Костин выразил восхищение динамикой изменений в регионе, высоко оценив организацию форума. Прежде всего хотел бы сказать слова благодарности Александру Валентиновичу, Рамзану Ахматовичу и поздравить их с проведением этого очень важного форума. И когда сегодня приезжаешь в Грозный, в этот город, который как-то из восточной сказки на самом деле прям возникает, то всегда думаешь, что насколько за короткий срок удалось действительно сделать чудеса. И, конечно, это благодаря президенту нашей страны Владимиру Владимировичу Путину, ну и также, конечно, первому президенту Чеченской Республики Ахмад Хаджи Кадырову и Рамзану Ахматовичу. Вот за эти годы действительно преобразилось настолько, насколько, в общем, трудно было представить тогда, глядя на эти камни. В советское время Грозный был центром крупнейших северокавказских монополий, напомнил основатель группы «Савмар» Михаил Гуцериев. Он выразил радость от того, что первый Кавказский инвестиционный форум проходит именно здесь. И я очень рад, что вот сегодня в Грозном, что Грозный из театра военных действий превращается в театр экономических реформ и экономики. Я очень рад, что я нахожусь на этом экономическом форуме. Я думаю, это первый и очень правильный форум и находится в правильном месте. Почему в правильном? В советское время, я Ростов, Краснодар отбрасываю, начиная от Ставрополя, то сегодняшний Северокавказский округ в том понятии тоже так же был. То есть Северокавказские магистральные нефтепроводы, Кавказтрансгаз, Рострубопроводстрой, крупнейшие северокавказские монополии того советского периода находились здесь, в Грозном. И Грозный был такой флагман управления с точки зрения промышленности. На пленарном заседании были затронуты ключевые направления развития региона, включая вопросы инфраструктуры, энергетики, туризма. Участники форума обсудили инвестиционные возможности Кавказа и пути привлечения инвестиций. Мухаммад Джамалулайла, Хава Айдамирова, Адам Арсенукаев, Аскап Керимов. Неделя. В Чеченской Республике впервые появится арендный дом. Соглашение о сотрудничестве в реализации проекта подписал глава Чеченской Республики Рамзан Хаджи Кадыров и директор акционерного общества «Дом РФ» Виталий Мутко. Оно подразумевает строительство жилья, которое по согласованию с мэрией будет предоставляться востребованным в республике специалистам. Квартиры в таких домах сдаются уже с мебелью и бытовой техникой. Уважаемый Виталий Леонтьевич, я рад приветствовать вас в Грозном. Благодарю за внимание к региону, а также за поддержку и эффективное взаимодействие в вопросах развития жилищного строительства нашей республики. Хочу отметить, что
По итогам прошлого года мы вышли на рекордный объем ввода жилья в регионе. Это было 2 миллионов квадратных метров жилья. Регион преображается вместе, мы прорабатываем планы его долгосрочного развития. Совместно с Домом РФ успешно разработаны мастер-планы Грозного и Аргуна. Также созданы необходимые условия для строительства арендного жилья. В том числе принята вся необходимая нормативная база. Это очень нужное нашим жителям перспективное направление. Также в рамках форума было подписано соглашение о сотрудничестве между правительством региона и компанией «Русгидро». Стороны будут взаимодействовать при реализации инвестпроектов по строительству гидроэлектростанции в Чеченской Республике. Затем прошла презентация пассажирского автобуса нового поколения ПАЗ-4234. Он отвечает всем современным стандартам и предназначен для перевозки, в том числе маломобильных граждан. На самом деле, вот этот первый автомобиль, который мы привезли в республику, его особенность состоит в том, что он предусмотрен для всех категорий граждан, в том числе маломобильных. То есть он соответствует полностью программе «Доступная среда». Угол наклона и свет позволяют сюда не только мамам с колясками, бабушкам с сумками, но и людям с ограниченными возможностями спокойно заезжать. От лица вот нашего большого, по сути, 30-тысячного коллектива «Газа» вручить этот автобус в дар республике. Вот. Передаю ключи. Вот. Спасибо. От этого. Спасибо. Надеюсь, что будет служить верой и правдой. Спасибо большое за такой подарок. Мы не забудем. Глава Чеченской Республики вместе с заместителем председателя правительства Александром Новаком приняли участие в торжественной церемонии подключения к газопроводу дома многодетной семьи в Шейх-Мансуровском районе Грозного. Они лично поздравили Хасановых с этим событием и вручили подарки детям. Добавлю, что все работы были завершены за 2 недели после подачи заявки. 1 числа дали заявку, уже все подключили, газовые приборы, все нормы стоят. Давайте. Сегодня торжественное мероприятие по пуску газа Рамзан Ахматович. Заходите, с цветами зайдем, да? Да. Рамзан. Спасибо. Спасибо. А можно я вам еще? Вот. С праздником. А вот это тоже детишки вам еще. Как ее зовут? Как зовут ее? Ну как газ пошел? Спасибо вам, президенту Рамзану Ахматовичу, президенту России Владимиру Владимировичу Путину. Спасибо вам большое. Президент поставил задачу. Все, Рамзан Ахматович все исполняет. Рамзан Ахматович все делает для нас. Вот, мама. Где мама? У вас вот республика на первом месте. Генеральный директор компании «Газпром Межрегионгаз» Сергей Густав рассказал Рамзану Хаджикадырову и вице-премьеру страны Александру Новаку о реализации программы дегазификации. По его словам, Чеченской Республике один из самых лучших показателей в стране. Сейчас нам Сергей Владимирович 2 слова расскажет. Александр Владимирович, уважаемый Рамзан Ахматович, хочу сказать, что программа газификации Чеченской Республики 21-25, она амбициозна. Протяженность межпоселковых газопроводов 410 километров будет построена в ближайшие годы. И внутрипоселковых газопроводов 1100 километров. Мы приняли ваше предложение, Рамзан Ахматович, по строительству газопровода к горнолыжному всесезонному курорту Ведучи. Также очень важным для себя считаем проект газификации Галанчурского района. Вот там целая серия населенных пунктов будут газифицированы. Эти работы продолжаются в сложных условиях горной местности. Подчас компания наша генподрядная Киевс ведет работу вручную, потому что технику не загнать. Но уверен, что в короткие сроки мы с этими задачами, газовики Чеченской Республики с этими задачами справимся. Чеченская Республика в лидерах под номером 1 по программе догазификации, которая была объявлена президентом Российской Федерации, догазификация в газифицированных населенных пунктах, и потенциал этой работы еще достаточно большой. И очень важно, чтобы каждый, кто хочет, получил газ в пользование, потому что сегодня жарко, но бывает в Чеченской Республике холодно.
Отдельная встреча генерального директора «Газпром» Межрегионгаз состоялась и с председателем правительства Чеченской Республики. Сергей Густав и Магомед Даудов обсудили вопросы газоснабжения нашего субъекта и другие актуальные вопросы. Чеченской Республики глава России Рамзан Ахматович Кадыров является особым в этой связи регионам очень важна дальнейшая совместная работа по повышению качества газоснабжения. В исполнении поручения президента Российской Федерации в Чеченской Республике реализуется программа по социальной газификации, благодаря которой с 2021 года бесплатно подключено к газу более 11 тысяч домовых. Разве об этом мы говорили? Также идут масштабные мероприятия по строительству новых объектов газоснабжения. Сергей Владимирович, мы благодарны вам за существенный вклад в газификацию республики. Уверен, что дальнейшее сотрудничество будет способствовать развитию газовой республики. Также было отмечено, что правительство Чеченской Республики создало условия для подключения к газу объектов туристического курорта «Ведучи». Для участия в работе форума Грозный также посетил министр спорта России Михаил Дегтярев. С главой региона он обсудил строительство культурно-оздоровительных комплексов, которые позволят российским спортсменам и сборным командам тренироваться в современных условиях на Кавказе. Чиновник также высоко оценил организацию форума. Уважаемый Рамзан Ахматович, спасибо за приглашение. Прекрасная организация форума, мы уже поработали сегодня. Вчера удалось посетить казино «Ам». Прекрасная база отдыха и спорта. Уверен, что она получит новое дыхание. Потому что все к этому есть. И география, и климат, и крепкая рука руководителя. Мы смотрим в эту сторону. Это хорошо. Если вы смотрите, значит будет новый импульс. Также хочу отметить тоже крепкую руку министра спорта республики. Мы уже второй день с Ахматом Рамзановичем. Также Михаил Дегтярев провел деловую встречу с министром Чеченской Республики по физической культуре и спорту Ахматом Кадыровым. Они обсудили ряд актуальных вопросов и дальнейшее развитие спорта в регионе. Сегодня по линии Минспорта подписали несколько договоров, в том числе о сотрудничестве. И как все вы видите, КИФ проходит на высоком уровне благодаря главе Чеченской Республики России Рамзану Ахматовичу Кадырову. Не только по линии Минспорта, и также по другим министерствам все на высшем уровне. И завтра тоже у нас состоятся мероприятия. Откроем на казино готовую площадку с министром спорта России. Хочу пожелать всем удачи, много новых знакомств. Ахмат Силаллах. Кроме того, Ахмат Кадыров и Михаил Дегтярев приняли участие в открытии новой воркаут-площадки. Ее построили в Веденском районе рядом с древним селением Хой. Президент Владимир Владимирович Путин дал нам всем указания к 30 году довести число активно занимающихся физкультурой и спортом до 70%. В Чеченской Республике все делается для достижения этой цели. И вот сегодняшняя новая площадка тому пример. Всего в Чеченской Республике уже 75 тысяч человек тоже выполнили нормативы на знаки отличия. Бронзовые, серебряные, золотые. Уверен, среди сегодняшних здесь участников такие есть. И будут еще. Я хочу отдельно поблагодарить главу Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова. Внимание, которое он уделяет развитию физической культуры, спорта, личным примером. Ахмат Рамзановичу тоже сказать спасибо. Он тоже человек спортивный и занимается управлением в сфере физкультуры и спорта профессионально. И хочу пожелать всей республике и всем спортсменам Республики Чеченской успеха. В рамках Кавказского инвестиционного форума в Грозном состоялись конноспортивные состязания «Кубок КИФ». Вместе с соратниками и гостями форума скачки посетил и глава региона Рамзан Хаджи Кадыров. Всего состоялось 8 заездов, в большинстве из которых победу одержали скакуны клуба «Ахмат». Приветствую всех на таком красивом мероприятии. 2 дня мы в Чеченской Республике проводим Кавказский инвестиционный форум. Принимающая сторона – Братская Республика. Наши братья организовали все очень красиво. Мы видели
кавказское гостеприимство сегодня пригласили на такое красивое мероприятие. Здесь же прошла выставка сельскохозяйственных товаров Чеченской Республики. Любой желающий мог попробовать и оценить продукцию местных производителей. Очень вкусные в этом году арбузы. Мы уже пробуем яблоко. Да? Сейчас посмотрим, вкусные или не вкусные. Вкусные? Все. Это не сорт. О, вот это я понимаю. Какие методы? Железнодорожное сообщение с Ингушетией, ледовая арена на 500 зрителей и новое отделение Сбербанка с исламским финансированием. Это лишь малая часть соглашений, которые удалось достигнуть на Кавказском инвестиционном форуме. Кроме того, прошли пленарные дискуссии, где обсуждались актуальные проблемы и перспективные проекты для улучшения инвестклимата как на Северном Кавказе, так и во всей стране. Репортаж Халимат Шахидовой. Одно из самых значимых соглашений на форуме трехстороннее. Документ подписывают председатель правительства Чеченской Республики Магомед Даудов, премьер Ингушетии Владимир Сластелин и начальник Северокавказской железной дороги Сергей Задорин. Инвестпроект подразумевает строительство железнодорожного маршрута Назрань-Грозный. Соглашение подписывается между правительством Чеченской Республики, правительством Республики Ингушетия и открытым акционерным обществом «Российские железные дороги». Ряд значимых соглашений для региона подписывает Министерство спорта Чеченской Республики. Это договор о сотрудничестве с Центральным спортивным советом государственной службы, Санкт-Петербургским советом культуры, спорта и здоровья имени Лескова и Федерацией велосипедного спорта России. Мы подписали соглашение с Домом РФ именно по строительству новой канатной дороги, которая даст возможность спортсменам, в принципе, почти круглый год заниматься у нас дома на территории. В Чеченской Республике будет построена и ледовая арена на 500 зрительских мест. Соглашение об этом подписали представители регионального общественного фонда имени первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова и фонда «Газпром. Социальные инициативы». Эта арена позволит вмещать в себя до 1000 зрителей, а также позволит проводить соревнования молодежных и всероссийских хоккейных лиг. Я очень рад, что при участии «Газпрома» и правительства Чеченской Республики появится такое высокотехнологичное и универсальное сооружение, и оно будет уже завершено в 2026 году. Важные для развития региона соглашения подписываются в таких направлениях, как промышленность, финансы, образование, медицина и информационная сфера. Так, на полях форума Министерство по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чеченской Республики подписало соглашение о сотрудничестве с медиахолдингом Russia Today, а также Союзом новостных агентств Организации исламского сотрудничества. Кроме того, они всегда регулярно Russia Today нам оказывают помощь в плане информационного обеспечения наших масштабных общественно-политических значимых мероприятий в республике. Они всегда на обратной связи, всегда с ними легко диалог вести, комфортно с ними работать. Они присылают группу. У нас происходит обмен контентом. Они могут транслировать, размещать наш контент отснятый. То есть во всех этих аспектах мы находим понимание в лице, значит, руководства Russia Today. Мы их всех благодарим. Кроме того, мы наметили определенные проекты и на будущее. На Кавказском инвестиционном форуме прошли пленарные дискуссии, направленные на обмен опытом, обсуждение актуальных проблем и перспективных проектов, ориентированных на улучшение инвестклимата как на Северном Кавказе, так и по всей стране. Обсуждалось и развитие проекта исламского банкинга в России и промежуточные результаты его реализации в регионах. Одним из них стала Чеченская Республика, где в эти дни открылось 3-е в стране отделение Сбербанка, соответствующее исламским нормам. Мы видим спрос на исламское финансирование от Дальнего Востока до Калининграда. Мы видим реальную возможность интегрировать эту бизнес-модель и помимо этого развивать не только розничный блок, не особо фокус на развитие среднего и малого бизнеса, потому что именно в основе среднего и малого бизнеса мы видим успех исламского финансирования. То есть большие корпорации, большие компании, они и так работают, они присутствуют на рынке, у них уже есть определенная модель сотрудничества с банками, а вот мелкому и среднему бизнесу нужно помогать. Да, сегодня зачатки рынка есть. Да, больше 10 компаний сегодня занимаются рассрочкой, но это такая
скажем, мелкотоварная история, когда на телефоны, компьютеры, ноутбуки и так далее. И всего лишь у нас на сегодняшний день одна компания, которая занимается рассрочкой на недвижимость, это «Фаворит-13». Второй компанией является только в онлайн-формате, это «Дом-клик». Сбер запустил эту программу, и буквально недавно на сайте «Дом-клик» можно оформить заявку. Там, конечно, срок больше, там 20 лет. И наценка бывает ниже даже рыночной ипотечной ставки. На Кавказском инвестиционном форуме проходит множество панельных дискуссий, где обсуждаются основные направления развития Кавказа и страны в целом. Так, в издании «Экспо» говорили о роли молодежи в формировании экологической повестки региона. С докладом выступает и первый заместитель руководителя администрации главы и правительства Чеченской Республики министр Хадижа Кадырова. В целях экологической реабилитации проведены соответствующие работы на пятигодных объектах общей площадью 1150 гектаров и завершается расчистка Сунжинского водохранилища. Также в рамках поддержания экологической стабильности, сохранения популяции и находящихся под угрозой исчезновения растений и животных созданы 4 новые особо охраняемые природные территории регионального значения категории «Памятники природы». Только в первый день Кавказского инвестиционного форума подписано соглашение почти на 60 миллиардов рублей. Это станет большим толчком развития экономики как Чеченской Республики, так и всего Северного Кавказа, говорят здесь эксперты. Хальма Шахидова, Мансур Саев, Ибрагим Батаев. Неделя. В Грозном в честь участников Кавказского инвестиционного форума глава Чеченской Республики организовал торжественный прием. Гости высоко оценили уровень организации масштабного экономического события. Рамзан Хаджикадыров вручил высшие награды республики орден Кадырова вице-премьеру Александру Новакову и основателю промышленно-финансовой группы «Сафмар» Михаилу Гуцариеву. Также состоялось награждение победителей первой всероссийской инвестиционной премии «Вершина». Всего было подано более 250 заявок из 43 регионов страны. Добрый вечер, уважаемый Александр Валентинович, дорогие друзья. Я рад приветствовать участников и гостей первого Кавказского инвестиционного форума. Проведение в Грозном таких крупных и значимых мероприятий международного уровня уже стало доброй традицией. Сегодня чеченская столица – один из ведущих экономических, культурных центров нашей страны. Это прежде всего заслуга нашего национального лидера Владимира Владимировича Путина. Благодаря его вниманию и четкому следованию курсу первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова, наш регион стал самым безопасным и стабильным в стране. Я уверен, что этот форум позволит его участникам найти единомышленников, послужит началом долгосрочного продуктивного сотрудничества, реализации самых амбициозных планов. Между тем, для меня также важен другой его результат. Надеюсь, пребывание в республике оставит у вас самые добрые впечатления. 100 соглашений на сумму более 106 миллиардов рублей, а самый высокий показатель у Чеченской Республики. Итоги Кавказского инвестиционного форума подвели на совещании главы региона с правительством. Рамзан Хаджикадыров отметил высокую организацию столь масштабного события и поблагодарил всех, кто принимал участие в его подготовке. Также здесь обсудили вопросы социально-экономического развития республики. Сюжет Хавы Ахмадовой. Открывая совещание, Рамзан Кадыров отметил, что форум оправдал все ожидания и, судя по итогам, несомненно даст мощный импульс дальнейшему развитию региона. Сегодня мы обсудим социально-экономическое развитие Чеченской Республики и работу первого Кавказского инвестиционного форума, который проводился у нас в Грозном по указанию президента Российской Федерации. Регионы России и ведущие компании презентовали свои инвестиционные проекты и возможности. Форум оправдал наши ожидания и стал значимым вкладом в дальнейшее развитие регионов. Хочу поблагодарить Михаила Владимировича Мишустина, Юрия Яковлевича Чайку, Александра Валентиновича Новака, Максима Геннадьевича Решетникова и всех, кто принимал участие в организации столь масштабного и важного для всей страны мероприятия. С докладом о социально-экономическом развитии региона и итогах Кавказского инвестиционного форума выступил председатель правительства Чеченской Республики Магомед Даудов. С начала текущего года у нас сохраняется рост основных показателей социально-экономического развития.
Объем отгруженных товаров за январь-май 2024 года вырос на 17% и составил 93 миллиарда 250 миллионов рублей. Объем промышленного производства увеличился на 28,5% и составил 34 миллиарда 778 миллионов рублей. Ввод жилья увеличился на 43,3% и составил 946 тысяч квадратных метров. Оборот розничной торговли 112 миллиардов 297 миллионов рублей с ростом 106,6%. Объем продукции сельского хозяйства увеличился на 3,8% и составил 12 миллиардов 70 миллионов рублей. Средняя зарплата за январь-апрель 2024 года 39 580 рублей с ростом 111%. Количество зарегистрированных безработных на 1 июля 2024 года составляет 46 050 человек, а уровень безработицы 7,1%. Также хочу отметить, что Чеченская Республика в очередной раз заняла первое место в рейтинге эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов в рамках указа президента Российской Федерации номер 68. В ходе форума было подписано 100 соглашений на сумму более 106 миллиардов рублей. Из них 36 договоренностей заключила Чеченская Республика на 37 миллиардов рублей. По итогам работы форума подписано 100 соглашений на общую сумму 106 миллиардов 100 миллионов рублей, в том числе 7 соглашений с представителями иностранных компаний. Чеченская Республика является лидером среди субъектов России по количеству заключенных соглашений на площадках форума. Республика заключила 36 соглашений на общую сумму 37 миллиардов рублей. Ключевым событием форума стало заседание правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития СКФО под председательством председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина, а также пленарное заседание на тему «Большой Кавказ от моря до моря». В рамках насыщенной деловой программы на отраслевых и тематических площадках форума проведено 65 мероприятий. Спикерами, экспертами и модераторами сессии выступили 430 человек. Также Магомед Даутов заявил, что есть проблемные вопросы, для решения которых необходимо приложить усилия всем органам власти Чеченской Республики. Первое. Рекомендовать ФНС России по ЧР обеспечить взыскание задолженности по всем видам налогов консолидированный бюджет Чеченской Республики. Второе. Органам исполнительной власти и органам местного самоуправления принять меры по снижению неформальной занятости и легализации трудовых отношений. Третье. Особенно хочу подчеркнуть, что до каждого органа власти, включая органов местного самоуправления, доведены контрольные цифры по созданию новых рабочих мест и легализации трудовых отношений, и в связи с этим необходимо обеспечение доведенных показателей не только в представляемых отчетах, но необходимо обеспечить их отражение в органах статистики и управления налоговой службы. Глава республики выразил благодарность всем, кто принимал участие в организации столь масштабного мероприятия. Он заявил, что форум прошел на высоком уровне и призвал усилить работу по обозначенным направлениям. Я встречался с советником президента, организатором этого форума. Он озвучил цифры, сказал, что у нас 4500 участников, 52 стран, и люди все довольны. Организованность. Я не видел такого. Все довольны, радуются, с улыбкой встречают даже на улицах. И это хороший признак. Все думали, что чеченцы такие все боевые, и некоторым даже было страшно ехать сюда. Но они думают, что до сих пор те журналисты, которые нас показывали такими, и такими мы остались. Мы никогда не были такими. Мы самые гостеприимные были во все времена. Поэтому я хочу поблагодарить всех, кто участвовал, кто обеспечил безопасность правоохранительных структур, ФСБ, всех. Если где хоть что-то случилось, мы забыли бы про Украину, про Палестину, говорили бы про Чеченскую Республику. А сегодня мы провели важное для всей страны мероприятие. Поручение президента мы с удовольствием, с честью выполнили. Это вы все сделали, поэтому я рад, что есть у нас такая команда нашего первого президента. В завершении совещания глава региона наградил орденом Кадырова генерального директора фонда имени шейха Заеда Анвара Усманова и вице-премьера-министра экономического и территориального развития Рустама Шаптукаева. Также Рамзан Кадыров вручил медаль за заслуги перед Чеченской Республикой министру по туризму Муслиму Байтазиеву. Хава Ахмадова, Юсуп Эджиев, Аслан Исхаев. Неделя. У меня на этом все. Увидимся ровно через неделю и до встречи.